Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел заседание Госсовета безопасности и сделал перестановки в судебной системе. Туркменские авиалинии совершили первые рейсы из Ашхабада в Милан и Хошимин. Туркменистанцам предложили стать дольщиками строительства жилого комплекса в Аннау и другие новости. Итоги работы военных и правоохранительных органов за 2 месяца этого года были обсуждены в ходе заседания Государственного совета безопасности, которое провел президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Сердар Бердымухамедов. На повестку дня заседания были также вынесены вопросы, связанные с обеспечением безопасности и мира в независимом государстве, укреплением материально-технической базы силовых ведомств и совершенствованием их деятельности. Говоря о первоочередных задачах Верховного суда, глава Туркменистана отметил, что основная функция судов – соблюдение законности, справедливости и правопорядка, устранение причин и условий, порождающих правонарушения. Затем президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов. Национальный авиаперевозчик Туркменистана выполнил первые рейсы по маршруту Ашхабад-Милан и Ашхабад-Хошимин. Авиакомпания «Туркменистан» будет регулярно совершать рейсы в Италию и Вьетнам 2 раза в неделю. Жители Туркменистана приглашают принять участие в долевом строительстве одноэтажных коттеджей в новом жилом комплексе, расположенном в городе Аннау, Этропак-Бугдай Ахалского вилаята. Новый жилой комплекс имеет удобное расположение всего в 15 минутах езды от Ашхабада. К коттеджу прилагается участок земли размером в 8 соток, гараж и дополнительный санузел во дворе дома. В преддверии праздника 8 марта женщинам и девушкам Туркменистана в торжественной обстановке вручили традиционные денежные подарки в размере 60 манатов, согласно распоряжению президента страны. Торжественные мероприятия организованы в министерствах, ведомствах, образовательных учреждениях и организациях, на предприятиях всех форм собственности по всей стране. Церемонии чествования женщин, девушек и матерей сопровождаются концертами и выступлениями известных деятелей культуры и искусства. Социологи узнали, какие безрассудные поступки мужчины чаще всего совершают ради женщин. 27% опрошенных считают, что это женитьба. 4% признались, что готовы на длительные поездки ради встреч с любимой. 3% считают безумием со своей стороны признание в любви, а еще 3% ради женщины решились бы на переезд. Еще 2% разорились бы ради дорогого подарка, а 1% взял бы кредиты. Впервые в Индии робот-учитель на базе искусственного интеллекта приступил к работе в высшей средней школе города Тривандрам, штат Керала. Робот по имени Ирис, облаченный в яркое сари, передвигается по классу на колесах и приветствует учеников рукопожатием. Ирис способна отвечать на вопросы по различным предметам, предоставляя голосовую помощь и делая обучение более интерактивным. Национальная команда Туркменистана по футболу проведет учебно-тренировочные сборы в Дубае перед важнейшими играми отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против сборной Ирана. В ночь с 11 на 12 марта футболисты отправятся в Объединенные Арабские Эмираты, где будут готовиться к предстоящим поединкам. 14 марта в Дубае туркменская сборная проведет контрольный матч с национальной командой Казахстана. После этого подопечные главного тренера Миргена Оразова вылетят в Тегеран для игры против сборной Ирана. Поединок состоится 21 марта на легендарном стадионе Азади. По возвращении в Ашхабад туркменские футболисты продолжат подготовку к ответной игре против иранцев, которая пройдет 26 марта. Теймур Чарыев и Сулейман Мухадов сыграли за Абдышату в первом матче 1/4 финала Кубка АФК против команды Тайчунг Футура. Чарыев вышел в стартовом составе Абдышаты и забил гол на 89-й минуте, установив окончательный счет в матче 5-0. Для Мухадова эта игра стала также особенной, поскольку туркменский форвард дебютировал в составе Абдышаты, выйдя на замену на 81-й минуте. Реал и Манчестер Сити вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Действующий победитель турнира, английский Манчестер Сити, дома со счетом 3-1 обыграл датский Копенгаген в ответном матче 1/8 финала и вышел в четвертьфинал турнира.
В другом матче испанский «Реал» сыграл в ничью с германским «Лейпцигом» со счетом 1-1 и также вышел в следующую стадию по сумме 2 встреч. Ранее в четвертьфинал вышли Бавария и ПСЖ. Ответные матчи в остальных 4 парах 1/8 финала пройдут 12 и 13 марта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.